Испытано на себе. Доброе, прекрасное морозное утро, друзья! В такой выходной день нет ничего лучше, чем провести его на природе, наслаждаясь свежим воздухом, чистым снегом и прекрасной компанией. С вами Якутия-24, проект «Испытано на себе», и сегодня я буду испытывать себя в роли гида-проводника для туристической группы по пешему маршруту. Проводника в мир ярких эмоций, свежих впечатлений и позитивного общения. Мы находимся перед смотровой площадкой на Чучурмуран. Сейчас мы проведем традиционный инструкторский брифинг, чтобы ввести туристов в курс дела, и двинем, собственно, на сам маршрут. Друзья, всем привет! Молодцы, что пришли, молодцы, что вышли из зоны комфорта. Сегодня у нас будет замечательный поход с вами. Ну что ж, все готовы, все одеты по погоде, все настроены на позитив. Начинаем движение вперед, друзья! Итак, друзья, первая высота взята. Мы уже поднялись практически на самую высокую точку маршрута, преодолев непростую лестницу с обледенелыми кривыми ступенями. Сейчас мы находимся в лесу и можем полной грудью вдыхать морозный лесной воздух. Я думаю, что на этом этапе никто из нас не замерз, мы наоборот разогрелись. Сегодня прогнозируемая температура воздуха 35-37. Это не сказать, чтобы лютый мороз, но и не тепло. Я думаю, что это идеально комфортная температура для пеших прогулок по зимнему лесу. Пока мы двигаемся по легкой утоптанной тропинке, я расскажу немножечко о том, как лучше всего одеться в зимний поход. Дело в том, что длительное пребывание на свежем воздухе зимой, конечно же, да, может привести к неприятным ощущениям, к замерзанию. Что рекомендуют опытные путешественники, туристы, ну да и просто экстремальщики, любители активного отдыха, для того, чтобы не замерзнуть зимой в лесу. Во-первых, в одежде важна многослойность. Мы надеваем сперва нательное термобелье. Причем момент такой, что термобелье тоже бывает разное по назначению. Есть термобелье для таких неспешных прогулок, либо для статичного отдыха, то есть это зимняя рыбалка, может быть, подледная, где немного движения. Есть такой класс термобелья. Есть белье для активного движения. То есть, если вы занимаетесь бегом, велоспортом, вот таким трекингом, то, естественно, вам нужно брать и использовать термобелье, которое рассчитано на нагрузку. Вторым слоем обычно идет что-то флисовое, флисовый костюм, флисовая куртка, может быть, для того, чтобы удерживать тепло. И третий слой, как правило, это уже внешка, это ветрозащищенная куртка, какой-то пуховик. Между ними, в зависимости от температуры, можно еще добавить меховой вязаный жилет или что-то такое, если совсем температуры низкие. Именно многослойность позволяет нам сохранять тепло и чувствовать себя комфортно. Мы находимся перед началом самого замечательного и веселого этапа нашего похода. Это спуск на ледянках. Забрались достаточно высоко, люди готовят, расчехляют ледянки, а сейчас мы проведем краткий инструктаж по технике безопасности пользования таким, казалось бы, простым средством передвижения, как ледянка. Что важно знать? Важно просто держаться за нее крепко, четко сесть своей пятой точкой ровно посередине ледянки и смотреть, куда едешь. Да, конечно, никто не отменял правила дорожного ледяночного движения, поэтому все повороты показываем рукой, влево-вправо, пропускаем ледянку, двигающуюся по главной дороге, также притормаживаем перед красным сигналом светофора. Что ж, готовы? Да. Посмотрите на многообразие ледянок. Они разной формы, разного цвета, разного размера. И сейчас мы это испытаем. Точнее, испытают наши туристы. А мы с оператором попробуем спуститься вот на одной такой маленькой ледяночке. Итак, по ледянкам. И мы видим, как первая партия отчаянных туристов устремляется вниз по
по склону с неимоверной скоростью. Да, вот то, что я говорил. Пристегнуться на ледянке крайне обязательно. Смотрите, мы в 2 шагах от снежной травмы. Но надеюсь, что все в порядке. Андрей жив-здоров. Вот он даже рад и смеется. Позитив чистой воды, друзья. Итак, спуск завершен. Сейчас следующая партия ледяночников двинется вниз. Ребята, вот это да! Горка испытана на тебе! Любишь кататься? Люби ледянку в горку носить. Лыжники без лыж. Молодцы! Вау, как она быстро пролетела мимо нас! О, вот это вот самая гоночная ледянка! Ух, какая снежная пыль только клубится! Это было очень классно. Главное ноги поднимать, оказывается. Вот, выясняются тонкости ледянческого искусства. Итак, еще очередные впечатления от обладательницы самой гоночной ледянки. Нужен пресс. И поднимать ноги. Да, поднимать ноги, это мы услышим уже от второго участника. Таким образом, мы выявили минимальный технический момент для пользования ледянкой. Нужна ледянка и поднимать ноги. Вот и все, успех, хорошего настроения гарантирован. А мы двигаемся дальше. Еще один важный момент любого пешего похода, не только зимнего, но и в целом вообще, в группе всегда должен быть замыкающий. Дело в том, что люди бывают разной физической подготовки, и может получиться так, что кто-то отстает, кто-то где-то что-то потерял, развязался шнурок, и в этом случае он может отстать от группы. В таких случаях в каждой группе, пусть даже в малочисленной, выставляется замыкающий. Это человек, который имеет хорошую физическую подготовку, который может оказать первую медицинскую помощь при необходимости, морально и физически поддержать, и он идет в конце и подбадривает, если нужно, тех, кто отстает. И таким образом руководитель группы, который идет впереди, видя визуально замыкающего, понимает, что все люди здесь, никто не потерян, и все идет по плану. Сейчас я выполняю роль замыкающего, группа наша идет впереди, но здесь настолько красиво, что хочется идти медленно и наслаждаться зимним лесом. Еще один очень интересный, не скажу, что это прям лайфхак, но это особенность, которую необходимо учитывать в каждом зимнем походе. Это, конечно же, телефоны. Все мы берем с собой гаджеты, берем с собой какие-то смартфоны, планшеты, чтобы поснимать, быть всегда на связи. И в зимнее время они бывает, что часто замерзают, и таким образом выходят из строя, отключаются. Мы используем вот такие вот прекрасные меховые ручной работы чехольчики. Каждый самостоятельно дома может сшить его под размер телефона. Это вот такой чехол из шерсти, горного, не побоюсь этого слова, барана. Подшивается под размер телефона, предохраняет от замерзания, от переохлаждения. И кроме того, он избавляет от конденсата. Телефон, когда лежит в грудном кармане, бывает, что намокает. И, конечно же, тоже это неприятный момент. Вот такая незатейливая вещь. Наверняка они продаются, но если вы сошьете с любовью самостоятельно такой чехол, он вас избавит от многих проблем с гаджетами. Пользуйтесь! Ну что ж, мы сориентировались на местности. Это не так просто сделать в зимнем лесу, потому что, во-первых, почти не видно муравейников. Мы не можем понять, где северная сторона муравейника. Мох тоже скрыт слоем снега. Единственный ориентир — это ветки. Как вы знаете, по веткам тоже можно, но здесь просто не до этого. Поэтому мы просто пойдем вот в ту сторону, как говорят опытные проводники. Идем туда и до обеда. И уверен, что мы куда-то придем.
Хватит ходить по утоптанным дорогам. Сейчас нам предстоит прорваться через вот эту вот целину снежную 200 метров до точки нашего чаепития, до знаменитого Иглу. Попробуем взять их вот так вот прямо штурмом. Как говорится, прямая — это кратчайшее расстояние от точки до точки, чему мы сейчас и подтвердим этому изречению. Смотрите, может быть, у кого-то уже замерзли руки или ноги, кончики пальцев, кончики ног, пальцев ног. Есть один простой способ, благодаря которому можно просто быстро это разогреть, если у вас замерзают пальцы. Просто нужно достаточно резко и быстро вот так вот встряхнуть кисть, то есть как мы сбрасываем градусник, встряхиваем градусник, очень резко, чтобы кровь прямо прилила к конечностям. Вот так вот. Таким образом мы пригоняем кровь к конечностям. То же самое можно сделать с ногами. То есть делаем такие пинательные движения, встряхивательные. И буквально через несколько минут почувствуете тепло, кровь начнет приливать к пальцам, которые чаще всего замерзают. Вот таким образом можно немножечко разогреться. Если все готовы, то что ж, вперед. У нас сегодня ведущий по прорыву Андрей. И следуем за ним. Моя короткую дорогу. Не скажу, что в этом году снега выпало больше, чем обычно. Да, он есть, но я помню годы, когда снег действительно доходил до колена, были сугробы в лесах. Бывало, когда его не так уж и много совсем. Вот в этом году что-то средненькое. То есть сугробы есть, но не страшные. Тем более сейчас по натоптанной тропинке мы натопчем. И те, кто идут сзади, за нами, им будет легче, потому что уже не нужно будет разрывать ботинками, хунтами целину. Спуск во враг. Каждый поход, он должен включать в себя небольшой элемент экстрима. То есть одно дело, когда мы с вами идем просто по тропинкам, по дорожкам, и совсем по-другому воспринимается активность, когда мы прорываемся через чащу леса. Пусть даже это не на большом расстоянии и не так все страшно, но дать разогреться нашим ножкам, немножечко почувствовать себя первооткрывателями, заблудившимися в тайге. Это обязательно нужно сделать. Вот мы входим в плотные слои кустарника. Будьте осторожны. Ветки. Так, наш героический оператор прорывается сквозь лес. Все в порядке, двигаемся дальше. На самом деле вот эти снежные прорывы, спуски, подъемы, пни, болота лесные будет очень приятно вспоминать вечером, отмокая в горячей ванне, разглядывая фотографии с этого похода. Ну а летом в жару в июльскую эти воспоминания поистине окажутся бесценными, друзья. Призываю всех также испытать на себе прелести зимнего леса, отправиться в прогулку самостоятельно или в составе команды. Вот как тут прекрасно. Мы штурмуем болотце замерзшее и поднимаемся наверх. Замечательно. Снежок. Сейчас мы, можно сказать, нагуливаем аппетит перед приемом пищи, перед приемом горячего чая из термосов. Оп. Препятствие. Будьте осторожны, здесь поваленные деревья. Внимательно шагаем. Так, вон мы видим, все участники уже приступили к подъему. С радостью смотрят на склон. С радостью смотрят на склон и прям сами себе завидуют.
Вот мы и у цели. Обратите внимание, поляна, на которой выстроена иглу. В этом году иглу довольно большого размера. Дело в том, что ежегодно представители туристических клубов собираются и строят здесь, на этой поляне, национальные эскимосские избы, иглу. В прошлом году здесь было 3 небольших постройки, в этом году одна, но огромная. Там можно стоять в полный рост. Сейчас мы туда заберемся, мы видим, также здесь уже люди гуляют, фотографируются. Заберемся, это значит заползем. Вход в иглу сделан на уровне земли и даже ниже. Это сделано для того, чтобы теплопотери минимизировать. То есть низкий вход, он дает возможность накапливаться внутри теплому воздуху. Но нужно будет туда заползти. Мы сейчас испытаем на себе вход, заползайку в иглу, попьем внутри чай и отправимся дальше. Посмотрите, какая шикарная постройка. Сколько труда, сил и времени в нее вложено. Сейчас рубрика «Конкурс снежный макияж». У многих к этому моменту образовались снежные ресницы. Вот, например, я вижу, даже немножечко есть у меня. Но, наверное, это не идет ни в какое сравнение с девчонками. Итак, давайте посмотрим, что же у них теперь на лице красивого. Снежный макияж, доступный только в Якутии, друзья. Андрей вообще весь в снегу. Не только ресницы, но и многие части экипировки тоже. А посмотрите на нашего оператора. Снежные усы — это новое слово в снежном макияже. Наш ответ ресницам. Настолько суровые условия похода, что люди даже сидели на глазах. Hello! Здесь настолько посещаемое место, что мы сейчас встретили туристов из солнечной жаркой Индии. У них на глазах неописуемый восторг в целом от снега, но и, видимо, еще от вот таких достопримечательностей, как лесные тропинки, иглу, какие-то сугробы. Люди просто наслаждаются. Давайте продолжим конкурс снежных ресниц. Обратите внимание, все участники у нас уже почистили, но тем не менее, да, что-то осталось. Прямо льдинки. Целые льдинки на ресницах, да, вот это вот дань свежему воздуху, да, такое можно испытать только у нас. Красота. Кто знает, может быть, мы объявим конкурс красоты, снежный макияж в одном из следующих выпусков. А теперь добро пожаловать! Так, ну что ж, теперь моя очередь. Оп, 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 оп. Ну что ж, вот мы и внутри. Смотрите, здесь можно стоять в полный рост. Даже я, поднимая руку, не достаю до потолка. То есть пространство, объем довольно большой. И я знаю, что на прошлой неделе представители турклуба ночевали здесь, провели одну из самых холодных ночевок, получается. Успешно переночевали, их было довольно много. И это еще раз говорит о том, что в таких жилищах можно существовать. А сейчас одна из самых вкусных частей — чаепитие. Достаем термосы, достаем печеньки. Это у нас пока еще не обед, обед будет у нас на столе. А сейчас мы пьем горячий чай. Собираем питание, собираем термосы, потихонечку выходим, и впереди нас ждет один из самых серьезных подъемов на этом маршруте. Это подъем на максимальную вершину этой местности, гору Чичурмуран, на которой установлен даже геодезический высотный пункт, ну, геодезическая метка. Итак, мы начинаем выходить из снежного жилища. Вот так это происходит. Фу, ура! Белый свет, свежий воздух. По старой походной традиции мы закрываем ход. Это что-то типа снежных дверей.
такого блочного типа. Чтобы, да, не было сюрпризом. Туристы зашли, а там кто-нибудь уже живет. Вот, хотя бы как-то так. Все, прекрасно. И вот мы приближаемся к высочайшей точке нашего похода. Полюбуемся на город, который мы видим в тумане и в дыму. Полюбуемся на природу. Конечно же, пофотографируемся. Вах! Ну, здесь просто нет слов. Одни эмоции. Здесь, на этом месте, хорошо находиться в любое время года. Мы были здесь и летом, в разгар сезона, когда все зеленое, и осенью, когда березы уже желтеют, и местами такие зелено-желтые, зелено-оранжевые вкрапления вдалеке. Место находится не так далеко от города. В целом каждый человек, готовый провести выходной на природе, может сюда добраться без особых сложностей. Но посмотрите, ведь оно этого стоит, каких-то час-два, и вы находитесь в таком волшебном месте, что просто на всю неделю можно зарядиться позитивом и впечатлениями. Дальше нам предстоит пройти по склону, по хребту на соседнюю сопочку. Она также будет подсвечена солнцем. Там нас ожидает обед. Наконец-то в этом месте надо сказать: ура, наконец-то обед. Ну, конечно, да, мы должны восполнить калории, набраться сил, покушать горяченького, проговорить про термосы. А обед — очень эпичная фотозона с качелями на склоне холма. Ну и путь обратный, путь домой. Пятиминутка, отдыхаем, немножко разминаемся, фотографируемся и двигаемся дальше, друзья. Испытано на себе. Ну что, друзья, давайте потихонечку двигаться к обеду. Пофотографировались, впечатлились, насмотрелись, надышались. Красота красотой, обед по расписанию. Пойдемте. Мы сейчас двигаемся по перешейку, по хребту между двумя сопками. Здесь также довольно-таки утрамбованная тропинка, по которой множество людей ходит. То есть маршрут не представляет сложности, но по красоте он, конечно, просто зашкаливает. Прекрасные виды на город, особенно когда выглядывает, светит солнце. Нам повезло, утром было пасмурно. Мы не надеялись, если честно, что будет так красиво, живописно, но сейчас выглянуло солнце, и гулять по горам стало гораздо приятнее. Какие же прекрасные здесь виды сверху. Эту красоту можно застать только зимой, потому что стоит только начинать таять снегу, и весна, и здесь уже не так сказочно. А в разгаре зимы, январь, февраль, самые лютые зимние месяцы, здесь просто непередаваемая красота.
последний рывок. Это подъем непосредственно к поляне со столом. Так, опа, вот мы видим качельки. Может быть, мы здесь немножечко покачаемся. Есть силы и желание? Есть. Ура! Качели тут появились в этом месте сомнительно недавно. С них открывается, я думаю, тоже прекрасный вид. И это такой своего рода бонус, когда ты идешь по лесу, бах, и качельки. Можно посидеть, покачаться. Вообще супер. Где еще, как не здесь? Уже есть ради чего идти по этому маршруту. Это иглу, это смотровые прекрасные площадки, замечательные виды, качели и в какой-то мере преодоление себя. То есть мы прошли немножко и по снежной целине, прорвались через подъемы, вышли из зоны комфорта, почувствовали в себе силы, возможности наслаждаться, ходить, гулять, что и будем продолжать делать. Ура! Видим стол, значит время кушать. Так, ну я думаю, чуть-чуть побольше мы расчистим, чтобы все поместились. Снежная скатерть. Самое приятное в походе — это прием пищи. Сейчас мы уже разложили наши деликатесы. Открываем пакетики с едой, достаем термосы. О, не май месяц, но тем не менее погодка не лютая. Друзья, я хочу обратить ваше внимание на то, что термосы в целом подразделяются на два больших класса. Это термосы для напитков. Как мы видим, они узкие, высокие. И также существуют термосы для еды. Встречаются более редко, но они чрезвычайно полезны в походах, потому что можно очень удобно носить какую-то крупногабаритную пищу. Как правило, они имеют широкое горлышко. Может быть, это несколько каких-то отсеков, несколько емкостей для хранения различных продуктов. Самое главное, что очень удобно туда продукты складывать и очень удобно доставать. Вот смотрите, картошечка, от нее прямо идет горячий пар, то есть сохранилась она прекрасно. Быстренько достаем, закрываем, чтобы она не заморозилась. Отличительная особенность, как я уже сказал, термосов для еды — это широкие горлышки. Часто они комплектуются какими-то ложечками, вилочками, чтобы было в комплекте удобно открыть, поесть. В общем, вещь для походника чрезвычайно удобная. Поэтому, если вдруг вы раздумываете о подарке для мужчины, даже, может быть, для женщины, то обратите внимание на термосы для еды. Как правило, термосы для напитков в огромном количестве у всех встречаются, а вот для еды они бывают редко. Красота! Здесь к вопросу о замерзаемой и незамерзаемой еде плавно мы подходим. Есть продукты, которые при минусовых температурах превращаются просто в кусочки камня. Например, вот мандаринки, мне кажется, сейчас они просто будут маленькими камешками. Пока они еще теплые. Фруктовый лед, да, это лайфхак. Вот сейчас мясо замерзнет, надо его быстрее. Да, замерзнет мясо, может замерзнуть колбаса. Какие-то, допустим, вот выпечка часто замерзает. Здесь дело в содержании влаги. То есть продукты, которые содержат много влаги, они замерзают в первую очередь. Жидкость замерзает, превращается в лед. Соответственно, продукт у вас будет твердым, как камень. И наоборот, продукты дегидрированные, скажем так, это галеты, это печенье, это может быть что-то такое сухое.
Они не замерзают, то есть доходят до обеда в первозданном виде. Но если быстро кушать, то можно успеть даже попробовать теплые блинчики. Еще один термосный лайфхак, совет. Перед тем, как заливать в термос горячую жидкость дома, перед тем, как наполнять его чаем, кофейком, сперва просто залейте немного кипятка и оставьте на пару минут. То есть буквально несколько бульков кипятка и оставьте закрытый термос. Это даст возможность колбе нагреться. И налитый после этого напиток, он уже не будет отдавать тепло холодным стенкам и будет держаться дольше температура. То есть немножко пару бульков кипятка, и все, термос у вас начинает работать в полную силу. Как я говорил, с девушками очень здорово ходить в походы. В кулинарном плане, в плане изысков пищевых, здесь, посмотрите, фруктовая тарелка, сально-мясная тарелка, блинчики, какой-то даже пудинг или что это, пирог. Поэтому, когда у вас в группе много девушек, и они идут с большими рюкзаками, это говорит о том, что вам будет вкусно. Угу. Ну, что я хочу сказать. Все продукты замечательно дошли до обеда. Ничего не замерзло. Все очень даже кусательное, кусабельное. Фрукты, пирог. Да, абсолютно все можно спокойно кушать. Это здорово, молодцы. Шли и грели своим теплом. Теплом своих сердец. Да, вот так примерно выглядит обед в минус 35 градусов. А здесь мы на вершине, на склоне, поэтому присутствует небольшой ветерок. Он немножко, конечно, добавляет дискомфорт, но в целом терпимо. То есть прием пищи на таком зимнем привале, он, конечно, должен быть тоже быстрый, скоротечный, иначе просто можно замерзнуть от стояния на одном месте. Кроме того, еда, кажется, уже начинает подмерзать. И сейчас мы скоро начнем двигаться. Немножко пообщаемся с участниками похода, потому что интересно узнать их мнение, их ощущения. И вот давайте спросим у девушки, ее зовут Юля, я знаю, что она не первый раз с нами идет в походы. Юль, скажи, пожалуйста, что заставляет тебя раз за разом покидать дом и идти с нами в поход? Я знаю, по-моему, ты в третий или в четвертый раз уже с нами идешь. Что толкает тебя на такие подвиги? Больше всего это перебороть себя, свой страх, смогу ли я. Да, это мой третий поход, и это очень большой экстрим для меня. Первый мой поход, это был вообще очень тяжело. Я где-то 2 дня болела, но на третий день пришла в себя. Сходила во второй поход, он был более такой, менее лайтовый. Ну и сегодня чуть-чуть, ну неприятно, конечно, по сопкам бегать. А так нормально, очень классно. Ходите в походы. В зимних походах я вот первый раз. Ну, зимой ездишь только вот до мамы в другой край республики нашей любимой. И дома надоедает сидеть. Я люблю вот такие походы, ходьбы, лыжи, велики. Это мое. Какие у тебя планы? Готова влиться в сообщество гуляющих по сопкам людей? Готова! Ура! Вот это правильный ответ, друзья. Мы видим, что люди радостные. Сейчас мы спросим о ощущениях у одного из наших самых опытнейших походников. Его зовут Андрей. Скажи, пожалуйста, от года к году чувствуется ли, что людей стало больше, меньше? С какой охотой, с каким интересом они идут? По твоим ощущениям, стало ли больше активных людей в нашей жизни? Ну, по моим ощущениям, конечно, больше стало. Сейчас люди гораздо активнее стали выбираться на природу. Мне кажется, вот больше маршрутов стало в пригороде. Например, если 10 лет назад мы собирались на форуме, выходили там человек 5-7, там, может, 10 по максимум. пересчитать да, можно пересчитаешь, было, да. Ага. А сейчас уже столько разнообразных походов, что в один день только могут несколько групп выходить, например, сегодня ушли там на Покровском тракте, ходят люди, вот мы сейчас гуляем, еще велосипедисты, наверное, катаются сейчас где-то. То есть сейчас, да, на любой вкус могут люди выбирать активности. Что именно тебя тянет в эти походы? Есть какая-нибудь фишечка, может быть, ради обеда, ради вкусной еды человек идет, или ради чего? Вот почему ты здесь сегодня с нами? Обед — это, конечно, очень крутой бонус, пообедать разными вкусностями, но самое главное — это вот выйти на природу для разнообразия, чтобы разбавить свои
однообразные будни, выйти на природу, подышать воздухом, пообщаться с людьми, пошутить, побегать там где-то вот в снегу. Я смотрю, ты весь Полазить. в снегу, то есть, да, это прямо кадр оправдывает слова, потому что человек просто заснежен Да, с то есть- головы до ног. Такие активности, они прям заряжают на дальнейшую работу. Сейчас у нас не менее красивые места. Вот отсюда прямо видно, как будто мы стоим на краю земли. И дальше ничего нет. Город утопает в тумане. Но на самом деле мы находимся совсем недалеко от города. И пойдем по склону, по перешейку. Покачаемся на красивейших качелях, которые с видом на долину. И двинем в сторону нашей финишной точки. Все покушали, немножечко замерзли, стоя за столом, но тем не менее мы сейчас разогреемся в движении. Так, нет, подожди-ка. А качели где были? Здесь же? Вот здесь были, да? Ну там были качели. Ну да. Увы, здесь качелей нет. Ну, возможно, они слишком опасны. Люди просто боялись. Все-таки слишком экстремально здесь были они расположены. И, может быть, не дай бог, конечно, может кто-то сорвался. Или сами качельки сорвались. Но здесь тоже прекрасный вид. Ну, будет повод прийти сюда с инструментом, с канатом, с дощечками. Сделать качели с табличкой памятной на радость всем другим. Ну что ж, ладно, двигаемся дальше. Дальше по маршруту. Нас ждет снова зимний лес. Тропинка. Ну и, наверное, парочка небольших подъемчиков. Также важно, особенно в зимнее время, не затягивать маршрут. Дело в том, что сейчас солнце, тепло, позитивно, но зимой темнеет рано, солнце садится довольно быстро. И если маршрут затягивается до 4-5 часов, то финишировать становится очень некомфортно из-за резкого похолодания. Скрылось солнце, сразу становится холоднее, сразу немножечко падает настроение. Поэтому важно в таких маршрутах составить график движения, определить тайминг таким образом, чтобы успеть завершить все за световой солнечный день. Поэтому, если вы планируете гулять долго, то нужно быть готовым к тому, что возвращаться придется в темноте и довольно по прохладной погоде. Вот сейчас очередная смотровая точка. Она тоже имеет такой вау-эффект, потому что просто вау. Город утопает в тумане, да, то есть мы видим близлежащие только дома, а то, что вот дальше, даже вот эти вот трубы, их не видно, виден просто дым откуда-то исходящий, а откуда он идет. И даже не видно телевышку, обычно она торчит в тумане, но сейчас он настолько плотный, да, мы видим только генератор тумана, вот там где-то вышка, и ну вот она там чуть-чуть пробивается, вот прям по курсу, вот смотрите, кончик, да. Идем навстречу солнцу.
Конечно, оно не греет так, как летом или весной, но навстречу солнцу идти всегда приятно. Немножко расскажу о последствиях, если так можно сказать, зимнего полноценного, полнодневного пребывания на свежем воздухе. Что может быть? Во-первых, из-за обилия кислорода с непривычки может вечером болеть голова. Да, такое случается, потому что когда находишься в замкнутом помещении, дома, в офисе, на работе, и вдруг на тебя обрушивается такой огромный поток, пласт кислорода, конечно, из-за его передозировки, переизбытка может немножечко болеть голова. Это раз. С непривычки могут болеть мышцы ног, потому что мы с вами идем пешком по различному рельефу. Ножки у нас работают. И опять-таки, кто не часто ходит, не часто напрягает мышцы, на следующий день могут проснуться с небольшими ноющими болями в мышцах. Но это неплохо, это говорит о том, что мышцы есть, и они работают правильно. Что еще может быть из последствий? Это может быть непреодолимая тяга в следующий выходной снова отложить дела, отложить встречи, какие-то сложные взрослые вопросы, собрать термос с чаем, напечь пирожков, блинов, печенек и отправиться гулять по лесу, по полю, неважно где. Главное, чтобы вам было комфортно, чтобы вы наслаждались, чтобы вы радовались жизни, забывали все невзгоды и пошли на следующий день на работу в приподнятом, в отличном настроении и отдохнувшими. Ну что ж, друзья, завершился наш замечательный воскресный день. Мы прогулялись, посмотрели на красоты родного края, покушали в хорошей компании. Все это время с нами был попутный ветер. И теперь хочется сказать, отдыхайте больше, гуляйте, наслаждайтесь воздухом. Это был зимний поход. Испытанное на себе! Испытано на себе.